И снова здравствуйте. В эфире на телеканале АТР «Пятница», программа «Прайм Бабченко». Я, соответственно, в студии Аркадий Бабченко. И в этой передаче, как всегда по пятницах, мы с вами говорим о том, что происходит у них там за поребриком, все их бредовые новости, всю их шизофрению будем с вами сегодня рассматривать, смеяться, издеваться, глумиться, а когда нужно, и поговорим серьезно. Сегодня такого количества феерических новостей, как в прошлой передаче, у нас с вами нет, но посмеяться сегодня тоже есть о чем. И, как всегда, как обычно, ждем, безусловно, ваших звонков. Вот здесь вот плашечка сейчас появилась, как вы видите. Звоните в студию, спрашивайте, задавайте все интересующие вас вопросы, постараемся на них ответить. Итак, поехали. Самая главная, конечно, основная новость. В России при запуске ракеты «Ангара» перепутали космодром. Запуск ракеты «Союз» с 19 спутниками закончился неудачей из-за неправильной программы на разгонном блоке «Фрегат». К такому выводу пришли специалисты сайта Russian Space Web, посвященного российской космонавтике. По их расчетам, гироскоп фрегата был запрограммирован на старт с космодрома Байконур, а не с Восточного. Хотя информация по-прежнему является предварительной, становится все более очевидным, что все аппаратные средства на верхней ступени фрегата выполнялись как планировалось. Но почти невероятно, что система управления полетом на фрегате не имела правильных настроек для миссии, происходящей с нового космодрома в Восточном, что было связано с рутинными запусками с Байконура и Плесецка, говорится на сайте. Источник в Роскосмосе сообщил Интерфаксу, что разгонный блок «Фрегат» вместо разгона затормозил и сошел с орбиты. Вы знаете, меня в связи вот со всем этим, мне каждый раз вспоминается выражение... Господи, как же он у нас министром обороны-то был? Сергеев, что ли, его звали? По-моему, Сергеев, да, или Сергей Иванов. Вот, Сергей Иванов. Вот как-то лет 10 назад сказал, что все вот эти вот балалаечники, которые пытаются откосить от армии, их всех надо забревать в армию, пусть они там ходят строем. Но вот это вот прямое следствие вот этой вот политики. Потому что практика показывает, что когда из страны начинают уезжать вот все вот эти вот балалаечники, все вот эти вот программисты, все вот эти вот поэты, все вот эти вот лирики и физики, то ракеты почему-то в стране перестают летать. То, как вы помните, в прошлый раз сборщик забивал гироскопы, по-моему, те же самые гироскопы забивал кувалдой вверх ногами в ракету, потому что и она просто-напросто перевернулась и полетела не в землю, а в небо, когда что-то пошло не так. То в этот раз просто забыли, что ракета будет взлетать не с Байконура, а с Восточного. Ну, конечно, в России же битком космодромов, 150 штук, здесь же не мудрено перепутать. Вот, поэтому Россия в этом плане теряет все позиции. Даже в тех завоеваниях, в которых она вроде бы была довольно устойчива, да, как, например, и космос. Илон Маск уже запускает больше, одна частная компания Илона Маска уже запускает больше, делает больше стартов, чем весь Роскосмос. И это то, что называется вырождение в зачатии. Мы с вами давайте только поаплодируем этим людям за то, что они поставляют нам такие замечательные новости. Ну, перепутать космодромы, ну это же замечательно. Кстати, Андрей Кураев, мне очень понравилось, как высказался на эту тему, да, он сказал, что ответственность за неудачный запуск «Союза-2» с космодрома «Восточный» лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освещал ракету-носитель перед стартом. Полностью согласен с диаконом Андреем, потому что, ну, церковь у нас сейчас, конечно, уже давно не церковь. В России церковь – это совсем не церковь. Безусловно, это не тот институт общественный, который должен был бы быть. Да? В России церковь – это министерство души. Это абсолютно государственная такая же структура, основной задачей которой является, конечно же, все тот же самый попил бабла. Ну, раз вы, ребята, государственная структура, раз вы везде пропагандируете, раз вы освещаете ракеты «Сатана», раз вы освещаете оружие, раз вы освещаете эти ракеты, я считаю, что они должны нести точно такую же юридическую ответственность, как и все остальные. Плохо осветил, ракета, по замечательному выражению Александра Глебовича Невзорова, православная ракета не взлетела выше колокольни, плохо осветил, давай материальную компенсацию, пусть Благовещенская епархия выплачивает деньги и уголовное дело за халатное отношение к своим должностным обязанностям. Должно летать? Должно. Освещайте как следует. Кстати,
Вообще вот со всеми этими падениями, я тут посчитал недавно, у них же там все, что падает в России в океан, да, у них же там в океане теперь смотрите, что есть. У них там есть ансамбль Александрова, 19 спутников, станция «Мир», 2 истребителя с авианосца «Адмирал Кузнецов», кран с Крымского моста, автобус оттуда же с Крымского моста, половина спутников ГЛОНАССа, буровая платформа «Кольская», танки с Итурупа, около десятка ракет «Булав», которые не летали, и все падали и падали, и затонувший от столкновения с сухогрузом, перевозивших овец, корабль-разведчик. Если вы помните, тоже была такая история. И время от времени туда к ним на батискафе спускается Путин. Ну, по-моему, есть все для того, чтобы начать строить там уже свое подводное государство, да, военно-подводные подводно-космические войска России. Золотую медаль имени Льва Николаева, присуждаемую выдающимся деятелям современности за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры, получил ведущий Андрей Малахов. Вручая медаль Малахову, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что он стал олицетворять совершенно новый жанр телевидения в нашей стране. Это очень опасный, злой и в то же время добрый жанр. Ну, я не знаю, что имела в виду официальный представитель МИД Мария Захарова, когда говорила, что это злой и добрый жанр одновременно, но зато здесь мы с вами можем наглядно видеть, почему в России падают ракеты. Вот поэтому ракеты и падают, что медаль за просвещение вручают Андрею Малахову. Хорошо, что не Геннадию Малахову с его методами лечения огурцами. Но я думаю, здесь тоже недалеко. Я думаю, что ему тоже вручат. Да? Как недавно вручили премию ТЭФИ Игорю Прокопенко за его передачу о плоской земле. В Артеке реконструируют Нюрнбергский процесс. Воспитанники международного детского лагеря «Артек» в Крыму вместе с историками и правоведами создадут историческую реконструкцию одного из фрагментов Нюрнбергского процесса – суда над бывшими руководителями нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте «Артека». Правильно делаете, категорически поддерживаю. Тренируйтесь, ребята, тренируйтесь. Нюрнбергский процесс воссоздавать, безусловно, надо. Безусловно, надо готовиться ко всему этому. Я бы, правда, на вашем месте все-таки тренировался не столько глядя в прошлое, сколько глядя в будущее, и реконструировал бы не Нюрнбергский процесс, а скорее, наверное, Международный трибунал по Югославии, да, или по Руанде, потому что это все-таки ближе к будущему этой замечательной страны. Но можно еще выпить яду, как это сделал хорватский генерал совсем недавно. Так что тренируйтесь, ребята, это определенно пригодится. Администратора паблика во ВКонтакте признали виновным в разжигании ненависти по отношению к украинцам. Его признали виновным по статье 282 УК РФ и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на год. По данным суда, молодой человек разместил текст с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности к украинцам, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности в отношении украинцев и представителей народа Средней Азии. Шизофрения, как и было сказано. То есть эта страна начинает войну с Украиной, раздувает просто гигантскую, невероятную пропаганду, да, вещает про каких-то там снегирей, про каких-то распятых мальчиков. Фактически на государственных каналах государственная пропаганда, средства государственной пропаганды призывают убивать, да, захватывать чужую страну. И тут то же самое делает вот этот вот администратор паблика во ВКонтакте, призывает просто убивать украинцев, и его вдруг бац, почему-то сажают. Родина тебя бросит, сынок, всегда. Это государство не любит делиться своей монополией на насилие. Это государство само пахан, и конкурентов оно в своем деле не жалует. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская сообщила, что отказывается от ордена вместе с присвоенными дворянскими титулами, который в 2014 году ей вручила глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн. Вы не смейтесь, это все серьезные и настоящие новости. В частности, награждение орденом за сохранение мира на Крымской земле возвело Поклонскую в достоинство кавалерственной дамы женского императорского ордена святой Анастасии Узы-Решительницы. Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с присвоенными мне дворянскими титулами, в которых не нуждаюсь, написала Наталья Поклонская. Как пояснила депутат, такое решение она приняла из-за позиции Марии Владимировны и ее официального представителя Александра Закатова относительно фильма «Матильда». Но это поэзия. Это, конечно, высший полет, по-моему, владения
словом и русским языком. Вот вы только послушайте. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Мухранская и кавалерская дама Наталья Поклонская. Ну это же шикарно, никакой комик не придумает таких сочетаний. Столбовая дворянка Поклонская не хочет быть владычицей морской, возвращая вам все ваши медали, великая княгиня, потому что вы поддерживаете фильм «Матильда» про нашего батюшку и балерину, батюшку царя и балерину. Жгите, друзья, еще, это замечательно. При проектировании роддома в Петрозаводске забыли про туалеты и столовую. Выяснилось, что здание строится с нарушениями. Например, в реанимации отсутствует санузел и душевая для персонала. В дневном стационаре нет столовой, а некоторые помещения расположены в подвале и не имеют единственного освещения. Кроме того, выявлены нарушения в проектировании и установке кровли. По-моему, здесь все абсолютно логично. Нет туалета, нет и столовой. Зачем вам, друзья мои, столовая, если у вас нет туалета? Что вы с этой едой потом будете делать, да? Все по заветам Владимира Владимировича Путина. Помните, как он на пресс-конференции ответил какому-то позвонившему ему человеку: зачем вам машины, если у вас нет дорог? Вот зачем вам столовая, раз у вас нет туалета? Баба еще нарожает, ничего страшного. Прорыв трубы в Москве совпал с конференцией коммунальщиков. Во время аварии на востоке Москвы, когда без тепла остались миллионы человек, чиновники, курирующие ЖКХ, проводили конференцию о надежном теплоснабжении. Речь идет о 15-й юбилейной конференции теплоснабжения 2017. Функционирование в новых условиях, сообщает православный скрепный телеканал «Царьград». Даже телеканал «Царьград» немножечко, конечно, прифигел от таких новостей. Но представляете, в Москве, это было позавчера, по-моему, наверное, да, в Москве прорывает трубу, теплоцентраль, в Восточном округе без тепла остается то ли 500 тысяч, то ли миллион, то ли 2 миллиона человек. Ну, в общем, там, условно говоря, полгорода остается без тепла. А в это время коммунальщики проводят 15-ю юбилейную конференцию теплоснабжения, функционирования в новых условиях. Замечательно, замечательно функционирует. Так все и должно быть. Захар Прилепин и его жена, с которой они вместе уже 20 лет, обвенчались в Донецке. Прилепину на свадьбу подарили трофейный АГС, а его жене пистолет местного производства «Оплот». Я вот думаю, не поехать ли мне в ЛНР обвенчаться, да? ЛНР, а давайте утрем нос ДНР, к тому же они тут вас захватывают, у вас же там какие-то перевороты происходят. Давайте я приеду к вам, обвенчаюсь, а вы мне подарите танк «Абрамс». Мне вот, например, танк «Абрамс» очень надо. Есть у меня пара мыслей, как его использовать, и пара незаконченных дел. Ну, вообще, конечно, замечательные новости. Подарили на свадьбу трофейный АГС. Ну, поэзия, я же говорю. Вертолеты с галоперидолом. Больше ничего здесь не поможет. Жителя города Лабинска разорвало пополам во время селфи с чекой от гранаты. 26-летний лабинчанин в своей машине фотографировался с боевой гранатой. Перед смертью парень отправлял фотографии с выдернутой чекой друзьям во ВКонтакте. По всей видимости, вставить чеку обратно он не сумел. Взрывом его разорвало пополам, заявляют в следственных органах. Ну, во-первых, дружище, спасибо тебе, что ты сам решил эту проблему со своей утилизацией, что не поехал никуда в соседние страны по периметру никого убивать, а сделал это сам в своей собственной машине. А во-вторых, я не могу понять, все-таки это действительно уже какая-то стадия вырождения в зачатии, потому что я не могу понять, как можно не суметь вставить чеку обратно? Потому что это задача примерно такого же уровня, как вставить, не знаю, нитку в иголку или иголку там в дырочку от пуговицы, когда вы ее пришиваете. Просто берешь и вставляешь. Ну вот человек не сумел этого сделать. IQ большой, видимо. Жительница Омска пришла в отдел полиции с заявлением о краже. Заявление у нее принимал местный участковый. Он переписал паспортные данные потерпевшей и тут же взял кредит на ее имя. В магазине бытовой техники участковый оформил в кредит по чужим паспортным данным телевизор, планшет, пылесос и весы. Ну, телевизор понятно. Зачем? Да? Нельзя участковому без зомбоящика, а то он же думать начнет. Хотя, по-моему, этот парень уже и так неплохо шарит во всем этом. Да? Взял вот кредит на чужой паспорт. Ну, пылесос, в общем, тоже понятно. Чистоту человек любит в казарме убираться. Планшет тоже все ясно. А вот весы ему зачем? Вот зачем участковому весы? Я надеюсь, что весы были аптекарские.
чтобы взвешивать всякие различные смешные, веселые порошки и тому подобные вещества. Иначе эту замечательную покупку не объяснить. Веселый, наверное, человек, я думаю, весело живет. Российские стартапы оказались никому не нужны. В этом году ни один венчурный фонд США не вложил деньги в проекты. Тем временем русские бизнесмены в Америке предпочитают вообще не говорить о своей национальности. Тут недавно наш нобелевский лауреат Жарес Алферов заявил о том, что если бы не в 90-е, то айфоны выпускались бы сейчас в России. Да? Ну вот я сильно сомневаюсь в этом. Опять же, на прошлой неделе мы с вами читали новость о том, что директором Курчатовского научного института назначен специалист по пожарной безопасности. Так что я думаю, что если бы не 90-е, когда Соединенные Штаты помогали России всем, вот вообще всем, начиная там от туалетной бумаги и окорочков Буша и заканчивая там траншами МВФ, я думаю, что в России сейчас не то, что не айфоны бы даже не выпускали, да, я думаю, что в России сейчас просто допиливали бы последнюю межконтинентальную баллистическую ракету, а в институте Курчатова как раз освоили бы сейчас выпуск огнетушителей. Это бы считались, я думаю, великими технологиями и большим прорывом вперед. Почему, я не понимаю, вот действительно, все-таки мне сложно понять, почему эта страна до сих пор, не то что до сих пор, а каждый раз считает себя такой великой. Мы бы выпускали айфоны. Вы трамвай выпустить не можете, у вас вон сняли с производства трамвай, потому что для него запчастей нету, не можете колесные базы производить, а все туда же айфоны. Я вам напоминаю, что вот по этой плашечке, по этому номеру вы можете звонить нам в студию, спрашивать все, что вас интересует, с радостью и удовольствием ответим на ваши вопросы. Звоните. Ну вот как нет инвестиций. Ну что за навет? Это опять же, небось, Госдеп разводит проклятые сплетни. Вот следующая новость про инвестиции. В Свердловской области осуждена банда налетчиков. Мужики с оружием в руках грабили ювелирные салоны, отделения банков в Серовье и Екатеринбурге. Самый старый из них, 55-летний участник, часть награбленного положил на счет в банке под пенсионные проценты и в негосударственный пенсионный фонд, чтобы самому себе заработать на пенсию. В итоге ему и дали самый большой срок – 14 лет. Всех остальных членов банды осудили по статьям грабеж и разбой, а инвесторы еще и по статье за легализацию отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Ну вот же инвестиции. Идут инвесторы в Свердловскую область, несут свои деньги, вкладывают их в негосударственные пенсионные фонды, чтобы развивалась страна родная, чтобы жила, чтобы пенсии у всех были большие, чтобы на старости ездить, куда они там ездят, в Ниццу и куда-нибудь на Бали. Нет, 14 лет отмывает, говорит, деньги. Какая страна, такие инвестиции. Что-то еще сказать. Так, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в новостях сейчас проходит такая новость, что очень большой ужас у олигархов российских по поводу вот этих вот санкций, которые вот ведут против чуть ли не 50 тысяч или 5 тысяч, извините, не помню уже цифру эту, против российских олигархов и детей их. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько реально там сейчас у них ужас, вот у путинской олигархов. Да, спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Но мы с вами не знаем, что там у них происходит. Информации оттуда нету. Мы можем только строить предположения. Но насколько я знаю, насколько я слышал, да, из тех утечек информации, откуда такая, которая оттуда уходит все-таки, несмотря ни на что, там действительно, ну не сказать, чтобы паника, но, скажем так, озабоченность и возникают вопросы. Потому что действительно люди поняли, что на двух стульях сидеть не удастся, что здесь орать про патриотизм, а хранить деньги в облигациях Госдепа у них не получится, да, и в конце концов придется делать какой-то выбор, либо туда, либо сюда. Но проблема в том, что мне кажется, что, может быть, у них там и есть паника, может быть, она действительно, может, они там все паникуют, может быть, они действительно все сидят на чемоданах и собираются валить. Но проблема в том, что на ситуацию это уже никак не повлияет. Власть уже забронзовела, власть уже сидит на троне 17 лет, она настолько уже с троном срослась, что
никакие вот такие вот потрясения ее оттуда не сковырнут. Ну, я думаю, что если кто хочет уехать, ну, я думаю, ему дадут возможность уехать. Если кто хочет там будет пытаться как-то легализовать там себя и сдавать какие-то секреты или еще что-то, ну, найдут, может быть, я не знаю, что там случилось с Лесиным, но, может быть, вот найдут тоже, как Лесина, умершего от побоев, да. Но суть в том, что вот сама верхушка власти, да, Владимир Путин, ее ближний круг, они уже настолько забронзовели, там уже это настолько монолитная такая шайка, управляющая этой страной, что ну, они просто поменяют одних олигархов на других. Да? Тех, кто захочет убежать, вывести свои деньги, ну, с ними так или иначе распрощаются, на их место посадят других, дадут другим поворовать. Но брать теперь уже, допускать кормушки уже будут только исключительно по принципу лояльности. Мне кажется, мы вообще с вами живем сейчас в период становления империи, становления какого-то, видимо, нового рейха, и он будет монолитным и уже таким прочным. Все, что не нравится, отвалится, а это будет таким монолитным. И это очень плохо, на мой взгляд. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в студии, задавайте свой вопрос, вы в прямом эфире. Доброго вечера, пане Аркадий. Доброго. Говорите, пожалуйста, погромче, очень вас плохо слышно. Меня интересует така річ. У вас був у кримських татар знаменитий музикант Ельвер Ізмайлов. Де він зараз дівся? Ви не можете сказати? Прошу прощения, я не понял вопроса. Что-то связанное с киевскими музыкантами. Я, к сожалению, не могу на него ответить, потому что я музыкой не очень интересуюсь и не очень слежу за новостями культуры. Мне кажется, гораздо интересней всех вместе взятых новостей культуры вот эти новости. Вот мне шаманы-редактора в ухо говорят, что спрашивали про майора Измайлова. Они расслышали, оказывается, вопрос. Вячеслав Яковлевич работал в «Новой газете». Мы с ним работали вместе довольно большое время, в соседних кабинетах сидели. А потом Вячеслав Яковлевич заболел, к сожалению, заболел. И, насколько я знаю, пока он так на работу не вернулся. С ним все в порядке, он жив-здоров, но пока вот не работает, насколько мне известно. У нас есть... Спасибо вам за этот вопрос. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Алло, добрый вечер, Аркадий. Добрый. Алло. Да-да-да, я вас слушаю, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Ага. У меня такой вопрос. Как бы вы видели, чтобы международное сообщество ускоряло или усиливало ответочку в международном таком смысле за аресты вот этих крымских татар, за то, что за все вот эти обыски, там, которые в Крыму происходят. Ну, там, я не знаю, может, Эрдоган, может, какая диаспора в Европе, там, чешская, в Чехии, в Европе, как бы, чтобы, на ваш взгляд, как один говорил, мочить сортиры, так вот. Спасибо. Ваш вопрос понятен. Спасибо вам за вопрос. Ну, я вот сегодня, я не знаю, не проверял эту информацию, но я вот сегодня в ленте видел, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены как раз в ответ по обмену на двоих каких-то российских ФСБшников, арестованных в Турции за убийство кого-то, одного из чеченских то ли полевых командиров, то ли кого-то там еще, я сейчас уже не помню. Ну вот Эрдоган договорился, да, об обмене вот двух человек. Вот с этим режимом работают только такие вещи, да? Никакие другие вещи с ним, к сожалению, не работают. Они понимают только силу, они понимают только своих. Вот у нас есть двое, у тебя есть двое, давай менять, окей, договорились. Никакие другие увещевания на них не действуют. К сожалению, мы с вами видим, что международное сообщество особо не рвется противостоять этому режиму, да? Если вот недавно была годовщина, 3 дня назад, по-моему, была годовщина нападения Советского Союза на Финляндию, вот тогда Советский Союз исключили из Лиги наций. Сейчас исключение там, России из ООН речи не идет. Международное сообщество хочет зарабатывать деньги и совсем не хочет цапаться с новым режимом. На мой взгляд, это очень опасно. Здравствуйте, у нас есть еще один звоночек, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий. Вопросик по поводу закона об образовании. Пожалуйста, говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо вас слышно.
Закон об образовании в Татарстане – это уже окончательно просто превращение в унитарное государство или все-таки сепаратизм? Не понимаю я звонка, не понимаю вопроса. Вы можете повторить? Закон об образовании, о том, что сейчас татарский язык не будут изучать в Татарии. Это превращение России в унитарное государство или шаг к сепаратизму Татарстана? Давайте все-таки, я не знаю, если мне сейчас редактора переведут в ухо, потому что что-то связь не очень, я не понимаю, о чем был вопрос. Если переведут, я постараюсь ответить. В противном случае я просто не расслышал, прошу прощения. Ну вот редактора говорят, что они тоже не расслышали. Извините, очень плохая связь. Ведущий конструктор российской самолетной строительной корпорации МиГ найден с перерезанным горлом, сообщил источник Ленты.ру в правоохранительных органах. По данным собеседника редакции, 38-летнего мужчину нашли в туалете на 14 этаже одного из бывших зданий корпорации на Ленинградском шоссе. Охранник обнаружил его с бритвой в руке. Мужчину удалось спасти. Ну вот это интересная новость. Я не знаю, совершают ли самоубийство таким образом, чтобы прийти с бритвой на работу и там в туалете перерезать горло. Хотя, возможно, конечно, в такой психологической ситуации возможно все. Но новость, конечно, интересная. И когда находят ведущих конструкторов одной из ведущих корпораций с перерезанным горлом у себя же в туалете своей же корпорации, это очень интересно, конечно. Будем следить за развитием событий вот по этой новости. Россия настаивает на введении в Донбасс миротворческого контингента ООН только после разведения сторон развязанного Кремлем конфликта. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал в интервью итальянской газете «Либера». Российский министр напомнил, что согласно предложению президента РФ Владимира Путина, силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ в зоне разведения сторон и при патрулировании других районов конфликта. Вот я все время говорил, что я не разделяю того оптимизма, который я время от времени вижу и в украинских СМИ, и вообще и в ленте тоже, в украинской части ленты, и вообще в разговорах о том, что будут введены миротворцы ООН, что они будут введены там на границу Украины и России, а не по линии разграничения, и что Россию додавят, и что международное сообщество делает большие шаги. К сожалению, нет. Как раз вот недавно Курт Волкер сказал, что последняя встреча с Сурковым по вопросу введения миротворцев как раз была шагом назад. Россия никогда не пойдет на введение миротворцев по границе, а не по линии разграничения. Россия никогда не пойдет на введение миротворческого контингента на всей территории Донбасса. Россию устроит введение ограниченного миротворческого контингента только вот на линии разграничения, и то для обеспечения наблюдателей СММ. В этом случае такие миротворцы ее устроят, потому что это будет означать заморозку конфликта, да, это будет означать, что конфликт не разрешен, да, что Украина так и не восстановила свой территориальный суверенитет, Украина так и не вышла к своим границам, так и не вернула себе свою землю. Да. Это будет означать заморозку конфликта, а Кремль это, в общем-то, вполне устраивает. Его устраивает как и перманентное, постоянное ведение боевых действий, да, то, что мы наблюдаем сейчас, да, перманентные постоянные обстрелы, так и введение туда миротворцев, потому что это будет означать, в общем-то, признание этого замороженного конфликта на международном уровне. Да? То есть, в принципе, можно ставить точку, и Украина в этом случае не будет обладать своим территориальным суверенитетом. И, к сожалению, на мой взгляд, это вариант все-таки, к сожалению, наиболее вероятный, чем введение миротворцев на всю территорию Донбасса. Я думаю, что все-таки, к сожалению, этого не будет. Игорь, прости господи, Иванович Стрелков вот сообщает в своем аккаунте ВКонтакте. Вчера был на 2 встречах по Сирии. В Сирии гонят все новые партии пушечного мяса. Молькино заполнена массой бывших бойцов корпусов и иных формирований отдельных районов, по разным причинам ушедших или вынужденных уйти из армии. Многие без документов или с паспортами ДНР, ЛНР, Филькиной грамотой, что означает, что они полностью бесправные полурабы. И отношение к таким соответствующее. Наемников обкладывают данью. Их командиры, пан Клуня, известный мне под этим позывным по Донецку, ныне Жетон, обложил свою роту
работу 10% данью под угрозой изгнания. Обучения никакого, боевого слаживания тоже. В Вагнере есть две категории бойцов. Элита для спецопераций и расходники. Вот последнюю категорию набирают для утилизации во всем разочаровавшихся и дезориентированных добровольцев Новороссии. Кто бы мог подумать? Родина тебя бросит, сынок, всегда. Вас же предупреждали, ребята, что будет заканчиваться все этим, что если вы организовываете какие-то свои квази-государства, то жить вы, наверное, будете хорошо и отожмете себе, может быть, даже какой-нибудь коттедж с джипом, и какое-то время будете жить хорошо, но недолго. Вот все заканчивается тем, чем и должно заканчиваться. Бабы еще нарожают, а вас посылают как расходники в Сирию воевать за Башара Асада. И в этом смысле я категорически благодарен и Вагнеру, и Владимиру Владимировичу за то, что он утилизирует вас где-то в песках Сирии, и от вас меньше проблем. Отлично, категорически поддерживаю. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает идею снижения возраста полной дееспособности. Я отношусь к этому положительно. Если можно в 14 лет привлечь к уголовной ответственности, то как же не дать возможность человеку реализовать себя в позитивной сфере, сказала Москалькова, комментируя соответствующее предложение участника единого урока по правам человека, который проходит в пятницу в МГИМО. Причем, отметила омбудсмен, сегодня с 14 лет наступает ответственность не только за убийство, кражу, но и за те преступления, которые требуют интеллектуального осмысления происходящего, то есть за экстремизм. То есть я, кстати, был один раз в Италии, и меня пригласили тоже в школу. Это был класс, наверное, 2-3, то есть это была самая начальная школа, да, и меня пригласили туда на урок свободы. И я действительно разговаривал с этими детьми, которым там 7-8 лет, и они действительно, это был самый настоящий полноценный урок свободы. Они меня там спрашивали и про свободу, и что такое внутренняя свобода. Я тогда, кстати, помню, удивился серьезности и взрослости их вопросов, да, и они даже про Горбачева что-то знали, и про Горбачева меня что-то спрашивали. Вот это был настоящий нормальный такой урок свободы. Я думаю, которые должны быть вообще обязательными во всех школах, да, потому что свободе все-таки надо учить, да, чтобы мозги были подготовленными, что весь этот зомбоящик потом не ложился на вспаханную Останкинской иглой почву. И вот во что это превращается в Мордоре, да, в стране шиворот на выворот. В МГИМО проходит урок по правам человека, и там уполномоченный по правам человека говорит о том, что хорошо бы снизить возраст полной дееспособности, потому что, мол, мы и так уже детей с 14 лет сажаем в тюрьму, в том числе и за интеллектуальное осмысление происходящего, то есть за экстремизм. Ну, это полная шизофрения, это полный совершенно шиворот на выворот. Это мозги, которые уже не вставить на место. Да? И это страна, которая реально начинает давить своих детей. Это страна, которая реально начинает пожирать своих детей. Влада Колесникова они уже довели до самоубийства. Да? Совсем недавно была травля этого парня из Нового Уренгоя, который выступил в Бундестаге, если вы помните. Вот сейчас товарищ Москалькова говорит о 14-летних детях. Да? При Сталине, я напомню, начинали сажать с 12 лет и расстреливать начинали с 12 лет, да, по-моему, если я не ошибаюсь. В России пока вот сажают за экстремизм, за интеллектуальное осмысление происходящего, вот это, конечно, шикарная формулировка, сажают с 14 лет, но я думаю, они докатятся и до 12, и докатятся в конце концов до расстрелов, потому что если страна, если общество уверенно встало на рельсы в сторону Сомали, ничто не сможет ей помешать. Вот в этом случае мне злорадствовать совершенно не хочется, да, потому что все-таки дети – это дети, и я хочу сказать всем, кто еще задумывается, да, и всем, кто попал не по своей воле, стал гражданином этой страны, да, я хочу вам сказать одно, друзья мои. Если у вас свободолюбивые, умные дети, да, которые знают, что такое честность, которые знают, что такое достоинство, которые уважают себя и других, мой вам совет – все-таки увозите их оттуда, потому что эта страна их сожрет. Посадит за экстремизм, за, не знаю, еще за что-то, будет травить, будет выдавливать из страны, будет лишать возможности учиться, но так или иначе кровь и жизнь она будет детям портить. Поэтому я бы все-таки советовал всем
кто еще рассчитывает на свое будущее, все-таки детей из этой территории увозить. Я считаю, что эвакуация детей – это обязанность каждого думающего гражданина сейчас. Не гражданина, в этом в Мордоре нет и не может быть гражданства, да, потому что государства нет как такового, но каждого жителя этой территории. И вот в Пандан новость. В Краснодаре появилась школа имени Феликса Дзержинского. Городская дума Краснодара рассмотрела 28 ноября вопрос о присвоении имени советского политического деятеля, основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК Феликса Дзержинского средней школе номер 32. Ну вот все то же самое, да. Герои в этой стране не Илон Маск, люди мечтают не об освоении космоса, не о полете на Марс и на Луну, а присваивают школам имя Феликса Дзержинского, совершенно человека психически больного, что уже доказано не раз и не два, основателя ВЧК, уничтоживший, мы не знаем сколько, видимо, миллионы людей. Вот расшифровали мы вопрос, звонок. Прокомментируйте, пожалуйста, закон о том, что изучение татарского языка в школах Татарстана не обязательно. Здесь, конечно, сложно комментировать, потому что с точки зрения нормального государства, да, нормально функционирующего государства, нормально функционирующей системы общественных институтов, сдержек, противовесов, там, с выборами, со средствами массовой информации, с нормальным обучением, каким государство является в нормально развитых странах, то изучение национальных языков может быть и как добровольным, и так обязательным. И в тех случаях, в общем-то, эта система работает, да, просто нужна работающая система. Что касается России, то, мне кажется, здесь и в том, и в другом случае ни то, ни другое работать не будет. Все равно. Ну, потому что здесь вообще все оно разваливается вообще само по себе. Я не знаю, я бы лично спрашивать, если меня, я бы сделал, наверное, все-таки добровольным, но тут решать, конечно же, не мне. Добрый вечер. У нас есть еще один звонок. Вы в студии в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет. Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Это Мариуполь вам звонит. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, как дошли российские матеря до такой стадии, что молчат о своих погибших сыновьях, или как их там назвать, на Донбассе и Луганске? И не получается так, что Россия, Путин, добавил им, при рождении ребенка деньги, чтобы больше рожали, и матери молчали о погибших своих сыновьях на Донбассе. Как такое могло произойти? Все матери, я не имею в виду прессу, а матери, это же страшное дело. Спасибо большое. Да, спасибо вам за звонок, но я уже сам 4-й год думаю об этом, да, у меня у самого это в голове не укладывается никак. Я вот, например, не могу этого представить, да, потому что вот когда я был солдатом в Чечне, да, у нас самая главная такая фобия, самый главный такой страх как раз был быть неопознанным. Да? Нам выдавали смертные медальоны, они были алюминиевыми. И если будешь гореть в беттере, то алюминиевый смертник плавится. И мы ходили за свои деньги в Моздоке, там этот бизнес развился как раз поэтому очень сильно. Мы ходили, покупали стальные смертники, заказывали гравировку своей фамилии и имени, или же просто отламывали черенки у стальных чайных ложек и гвоздем на них выбивали свои данные. Да, то есть самое главное было быть опознанным и быть похороненным. Быть пропавшим без вести — это было самое страшное. Как можно дойти до такого состояния, когда матери отказываются от своих детей, пусть хоть за 5 миллионов рублей. Да? Ну вот, насколько мы знаем, там в Пскове платили за погибших поначалу, платили 5 миллионов рублей. Для Пскова, для регионов это гигантские деньги. За всю жизнь столько не заработаете. Это реально гигантские деньги. Это в Москве, в общем-то, можно купить квартиру. Но я все равно не могу представить, ну вот предложи мне отказаться от своего ребенка, мы тебе дадим там $100 000, да? Да пошли вы к черту, ребята, я вас переубиваю за это предложение за само, да? Предложи любому нормальному человеку отказаться от своего ребенка за деньги, да он вас точно так же пошлет к черту и перебивает там же в прихожей, да? Нет, ну в России работает.
в России работает. Вот люди как-то дошли до такого состояния, да. Ну, понятно, что зомбоящик, это все понятно, но зомбоящик все-таки лег на хорошо подготовленную почву. Я тоже каждый раз это говорю. Я каждый раз поражаюсь. У меня на самом деле, конечно, волосы, шерсть на загривке становится дыбом от всего этого, да, если начинать думать об этом серьезно. Я каждый раз поражаюсь, до какого все-таки животного состояния эта страна может докатиться. Да? Вот мы в 1939 году, там, в 1933, в 1934, там, в 1938 этот путь прошла Германия, вот сейчас этот путь проходит Россия. Но Германия, в конце концов, убивала других. Она убивала, сжигала в крематориях чужих детей, а эти готовы убивать своих. Никакой Путин не нужен, никакая война не нужна. Я говорю, они там сожрут себя сами. Ров с крокодилами, 5-метровый забор, пулеметные вышки, и пусть они там делают, что хотят, лишь бы это за поребрик не выплескивалось. Россия постарается вмешаться в президентские выборы в Украине в 2019 году, заявил зампредседателя СБУ. Давайте мы прервем эту новость, потому что она тоже довольно серьезная. У нас есть еще один звонок, давайте его примем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер. Мне хотелось бы узнать ваше мнение, Аркадий, по поводу силы внушения российского телевидения. Ну вот, допустим, сейчас представить такой момент, что телевидение российское говорит: Украина друг, Европа друг, американцы нам друзья. Но поменяется ли российское общество, если вот так вот им это все внушать? Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Я на него очень люблю отвечать. Это один из моих самых любимых вопросов. Я вам гарантирую, дайте мне пульт от телевизора, дайте мне джойстик от управления зомбоящиком, и я вам за 2 месяца сделаю совершенно другую страну. Через 2 месяца Россия будет целовать Украину в попку, Россия будет целовать Америку в попку, эти люди будут орать, что страны лучше, чем Америка, страны лучше, чем Украина, не существует на свете, что Крым украинский, что Донбасс украинский, все что угодно будут орать, да? Потому что, смотрите, зомбоящик, телевизор в России, я занимался этим делом, я долго думал об этом, да? Зомбоящик в России не дает новости, он не приносит новостей. Зомбоящик в России, он дает не информацию, он дает ментальный посыл, точнее ненависть, точнее агрессию. И просто за вот эти вот прошедшие 25 лет просто сектор вот этой вот агрессии, он смещался. Сначала врагами у нас там были эстонские фашисты в 90-х годах, потом врагами у России были чеченцы, потом вообще международный терроризм, потом там понаехавшие таджики, потом грузины, потом геи, потом национал-предатели, потом Госдеп, сейчас враги Украины, да? Вот если вот этот вот сектор просто поменять, давать им не информацию, а ментальную настрой на то, что у нас теперь не враги, а все друзья, поменяется моментально, как было в 90-х. У нас же в 90-х самым лучшим другом России были Соединенные Штаты Америки. Все мечтали уехать в Америку. American boy, уеду с тобой, да? Прошло всего, даже не 9, прошло всего там, наверное, лет 5-6, как Америка опять стала врагом. Вот у меня есть, был друг, он воевал в Афганистане, потом уехал в Соединенные Штаты Америки, там воевал в Ираке за Соединенные Штаты Америки за то, чтобы получить грин-карту. Америка у него была лучшим другом, он мечтал там жить. Сейчас он воюет на Донбассе против проклятых пиндосов. То есть в этой стране память как у золотой рыбки. Туда можно закладывать любую информацию, любое мировоззрение. Другой вопрос, нужна ли такая страна, которая управляется джойстиком под телевизора. Вот здесь я не знаю, на мой взгляд, не совсем нужна. Думать они не начнут, но любую информацию туда можно вложить без проблем. У нас есть еще один, прошу прощения, у нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не получится ли так, что сейчас татары очень сильно помогают Украине вернуть Крым, а после этого их задача будет освободить Крым от украинцев? Вы имеете в виду крымских татаров?
Ну да, я понял. Нет, я думаю, вы ставите вопрос какой-то, ну, совсем уж очень гипотетический, потому что я не знаю, во-первых, в Крыму и так живет 2 миллиона человек, татар всего 300 тысяч. Во-вторых, что-то я вообще ни разу не слышал от крымских татар что-то вообще ни одного какого-то агрессивного высказывания в сторону Украины. Я думаю, у вас совершенно напрасные опасения, и уж прошу прощения, все-таки несколько такой, мне кажется, зашоренный взгляд. Я думаю, этого не будет и не может быть в принципе. Так, на чем мы остановились? Так и не остановились. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не видите ли вы иронию в том, что Российская Федерация, утопившая моряков Курска, участвует в поисках аргентинской подводной лодки? Безусловно, я в этом вижу и иронию, да, трагедия повторяется дважды, второй раз как фарс. Безусловно, я в этом вижу иронию, потому что, господи, ну своих-то не смогли найти, своих не могли спасти. Чего вы сейчас можете предложить там что-то помочь? Потому что, я не знаю, я вот всем этим делом занимался, ну, закончил заниматься, интересоваться тем, что происходит в армии. Ага, говорят, что в эфире не было вопроса, слышно. В общем, вопрос был такой, не видите ли вы, не усматриваете ли вы некую иронию в том, что Россия, у которой погибла своя подлодка «Курск», сейчас пытается помогать Аргентине в поисках ее подводной лодки? Ну вот, я уже отвечаю на этот вопрос, да, как я и говорю, безусловно, иронию во всем этом вижу. Меня в армию перестали пускать году, наверное, в 2010-м или даже раньше, наверное, в 2008-м, да, как я написал про войну в Грузии, после этого в армию меня перестали пускать, поэтому я не знаю, что там происходит, но я могу сказать совершенно точно, что до 2008 года флота, спасательного подводного флота в России как не было, так его и не было создано. Не знаю, создано ли что-то там сейчас, но чья бы корова мычала, уж как говорится, да? Россия постарается вмешаться в президентские выборы в Украине в 2019 году, заявил зампредседателя СБУ Виктор Кононенко. Он сообщил, что противники украинской государственности рассчитывают не на силовое изменение власти в Киеве. Наши противники рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренности и путем других вещей. И идет целенаправленная работа. Вот я в это я верю совершенно на 100%. Я думаю, что действительно так оно и есть. Очень хорошо, что в СБУ это понимают. Я тут все-таки удосужился, в конце концов, почитать так называемую доктрину Герасимова, да, о теории хаоса как одной из частей гибридной войны. И я всегда говорил, что там одни клинические идиоты, но вынужден сейчас все-таки взять свои слова назад. Все-таки один не клинический идиот, по крайней мере, там есть. Это Виктор Герасимов. К сожалению, он еще и начальник штаба, что совсем уж плохо. И этот человек понимает возможности, которые дают новые технологии, введение гибридной войны, и понимает, как их использовать во зло. И я думаю, что Россия на этом пути работает. То есть я не то, что думаю, это уже фактически, в общем-то, доказано. Да? Тереза Мэй недавно выступила в парламенте, да, Великобритании, в палате, по-моему, в верхней или в нижней, сейчас не помню, и обратилась к России и сказала, что мы знаем, что вы делаете, мы видим, что вы делаете, мы нашли вашу ботаферму, направленную на попытку изменения внутренней политики в Великобритании. Мы видим, как то там, то здесь скрываются эти ботафермы, мы видим, как идет влияние через соцсети, попытка влияния, мы видим, как идут попытки вливания денег в те или иные партии, да, причем поддерживаются не партии, на самом деле, на эти партии Кремлю глубоко наплевать, поддерживается сама ситуация нестабильности. И я уверен, что в Украину все это идет в 10-кратном размере. Я думаю, что сюда и бабло вливается гигантское, и усилия по расшатыванию ситуации сюда вливаются гигантские, и работают на этом направлении, работают. Я думаю, что для Кремля Украина первостепенное направление, потому что пока существует этот режим, от Украины они не отстанут никогда. И я думаю, что они все-таки поняли, я думаю, что они все-таки отдуплили
что все-таки лучше расшатывать ситуацию, чем все-таки вести боевые действия. И я надеюсь, что Украина тоже все-таки это поймет и научится как-то этому противодействовать. Потому что, на мой взгляд, это важно. И, на мой взгляд, все-таки, черт возьми, это, не дай бог, но шанс, что это сработает, у них все-таки есть. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Алло, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. А я вот хотел спросить вас. Алло, слушаете, да? Спрашивайте, пожалуйста. Я вот хотел спросить вопрос у вас. Если вот освободят Крым и Луганск, что будут делать предатели в Крыму и в России? Спасибо за вопрос. Ну, уж те предатели, которые, прям вот совсем предатели, которые понимают, что им только на скамью подсудимых, они, безусловно, конечно же, все побегут в Россию. В России, как мы видим, их там ждут с распростертыми объятиями в ЧВК Вагнера, потому что в Сирии надо все-таки как-то удобрять песок и утилизировать всех этих людей. Поэтому эти убегут. А вот та, в общем-то, ватная масса, которая не понимает, что украинский паспорт, что российский, главное, чтобы колбаса была по 2,20, водка и деньги платили, да, они, конечно, никуда не побегут. Они точно так же быстро, замечательно перекрасятся. Они и помнить не будут, что они голосовали за Россию, да, и помнить не будут, что орали Крым в виде войска, и будут за Украину, станут очередными ярыми патриотами. Следственный комитет проверит версию о ритуальном убийстве царской семьи. В частности, будет проведена психолого-историческая экспертиза. У значительной части Церковной комиссии по исследованию екатеринбургских останков нет сомнений в том, что убийство было именно ритуальным. По словам секретаря комиссии епископа Тихона Шевкунова, перед расстрелом все жертвы были распределены между бойцами. Но в царя попало больше пуль, потому что все хотели быть цареубийцами. Сторонники теории ритуального убийства царской семьи ранее обращали внимание на специфические знаки, написанные на стенах дома Ипатьева. Накануне глава Федерации еврейских общин России Александр Борода выразил сожаление в связи с намерением СК назначить экспертизу о ритуальном убийстве. Но видите, все скатывается к своему логическому концу, да, все скатывается к своему логическому завершению. Рейх должен быть чистым. Кто во всем виноваты? Украинцы, пиндосы, чеченцы, мировой терроризм, ИГИЛ. Но это все были цветочки. В конце концов, все всегда возвращается к своим истокам. Во всем виноваты евреи, да? Царя убили евреи. Поэтому давайте сейчас будем проверять убийство царской семьи на еврейский заговор. Причем это говорит Тихон Шевкунов. Это, как я напомню, духовник, ну, его называют духовником Владимира Путина. Да? То есть из этого можно делать вывод, в каком мире живет и Владимир Владимирович, и вообще руководство этой страны. Как мы знаем, товарищ Адольф Алоизович Шекельгрубер, в миру более известный как Гитлер, окружал себя всякими там магами, йогами, медиумами и очень увлекался индийскими и вообще восточными всеми этими практиками. Ну вот Владимир Владимирович окружает себя товарищем Шевкуновым, который увлекается тем, что царя убили проклятые евреи. Все скатывается к одному и тому же. Все всегда в этой стране скатывается к одному и тому же. Сотрудница Почты России распылила перцовый баллончик в лицо 81-летней женщине после того, как пристыдила ее за хамство. Несмотря на конец рабочего дня, на почте еще оставались посетители. Очередь была небольшая, 5 человек, но сотрудница не торопилась обслуживать всю очередь до конца смены, о чем в грубой форме заявила посетителям. Женщина выгоняла пенсионеров с нецензурной бранью, не желая принимать платежи, а других обзывала набежавшими тараканами. 81-летняя бабушка пристыдила молодую женщину за ее поведение и напомнила, что все присутствующие пришли до времени закрытия отделения. В ответ рассвирепевшая работница достала из кармана перцовый баллончик и без слов прыснула им в лицо пенсионерки. Пострадавшей пенсионерке стало плохо. Я один раз получил в драке перцовкой по глазам. Я вам хочу сказать, что это жуть. Это очень серьезная вещь. Действительно, может стать плохо. Вот вы спрашиваете, как там доходит до такого состояния, что отказываются от своих детей. Ну, я не знаю, как можно дойти до такого состояния, чтобы 81 женщине прыскать перцовкой в глаза. При этом везде орать: деды воевали, да, ветераны, блокада и так далее и тому подобное. Дело, безусловно, в этой стране не в Путине. Не будет Путина, они все нового Путина выберут и все равно будут издеваться над своими детьми и над своими пенсионерами.
Главарь боевиков ДНР Александр Захарченко издал указ, согласно которому выращенные на подконтрольной сепаратистам территории урожай сельхозрастений, овощей и фруктов должен передаваться в собственность республики. Соответствующий указ опубликован на одном из сепаратистских ресурсов. Я вам говорю, эта страна закольцевалась во времени с периодичностью 100 лет, и раз в 100 лет она возвращается в точку бифуркации, где происходит бессмысленный и беспощадный. Вот по деревне тащится продразверстка, и она невиданная до сих пор. Шашки наголо сверкают блеском, сейчас будут ломать, шмонать забор. И на этой оптимистической ноте наша передача подходит к концу. Мы прощаемся с вами. До следующей пятницы. Ждем вас в пятницу в 19:00 в программе «Прайм». Удачных вам всех выходных. Всего вам доброго. До свидания.